ограничения, которые были приняты, возможно, вынужденно нашим государством, они отразились в более большой или где-то, возможно, в слабой степени, каждого человека, в том числе и, конечно, субъекта предпринимательства. В связи с этим в 2020 году были приняты серьезные, беспрецедентные меры поддержки для предпринимательства, но, возможно, кому-то они оказались недостаточно, это мы тоже понимаем. Сейчас предприниматели, конечно, восстанавливаются, экономика у нас идет в рост, но, тем не менее, вопросы остаются. Самым главным, я считаю, успехом в данной работе является взаимодействие бизнеса и власти региональной, и федеральной, и, конечно, хотелось бы также на муниципальном уровне. Основные проблемы – это, конечно, локдаун, который у нас продлился почти 4 месяца, когда предприниматели имели какие-то обязательства по оплатам, по операционной какой-то деятельности, но и не имели абсолютно никакого дохода, или частичный доход. Надо было покрывать, платить зарплаты и так далее и подобное. Была однозначно и господдержка, была однозначно и поддержка региона, была какая-то поддержка муниципального образования, но основная поддержка – это те налоговые льготы, которые нам удалось выбить. Это 1,5% для переходящих на УСН. Клиенты у нас, то есть наше приложение, она максимально автоматизирована, все клиенты получают, сколько они должны кушать, разнообразные меню каждый день. Несмотря на тяжелые условия, несмотря на пандемию, наши предприниматели не только сохранили количество рабочих мест, но и увеличили. Этому способствовали, конечно, и федеральные меры поддержки, и региональные, которые наш регион принял одним из первых, и уже многие другие регионы, они использовали наши меры поддержки, чтобы формировать собственные. Как я уже говорила, то есть общее видение, общее представление о проблемах, которые есть у бизнеса, и общее понимание, в каком направлении надо двигаться, чтобы быть бизнесу полезными. Поэтому наше взаимодействие будет заключаться в обмене информацией, то есть это будет некая такая общая копилка, в обмене компетенциями, потому что у каждой организации есть свой пул экспертов. И мы сейчас эту работу объединим. То есть идет такой обмен энергиями, обмен желаниями быть полезными. То есть мы ставим такие для себя задачи и возлагаем большие надежды на это соглашение.